Граффити Италия тилинен граффито сөзүнөн келип чыгып, бизче которгондо боёктор же сыя менен жазуу, тартуу деген маанини билдирет. Бул өнөр байыркы Грецияда, Римде пайда болуп, дубалдарга учтуу нерселер, бор жана көмүр менен ар түрдүү элестерди түшүрүп келишкен. Бул искусство өз жолундагы өнүгүүсүн баштаганда алгач вандализм катары кабыл ала башташкан. Учурда граффити өнөрү искусство тармагында өзүнүн ордун таап, жанданып келе жаткандай. Бишкекте да бул өнөрдү аркалап салымын кошуп келе жаткандар жок эмес. Алардын катарын Докса арт группасы да толуктайт. Алар шаарыбыздын имараттарына өз эмгектерин тартуу менен борбор калаабызды өзгөчө боёкторго боеп, көркүнө көрк кошконсуйт. Наша группа организовалась, как Докса мы появились в 2013 году, а вместе работаем уже лет, наверное, 10. Начинали мы с аэрографии на машинах и постепенно перешли на роспись стен в помещениях. То есть это были какие-то частные заказы, квартиры, офисы, рестораны. Вот, и где-то лет 6, наверное, мы работали по помещениям. Но там не было творческого развития, и мы решили перейти на улицу, заняться стрит-артом. Как раз в 2012 году Дима учился в школе современного искусства, и там узнал о движении стрит-арт мировом. Рассказал мне, мы промониторили всю эту тему, нам стало дико интересно, и тем более, что мы почти то же самое делаем, только в помещениях. Нам нужно только было вытащить все оборудование на улицу. И все, и в 2013 мы придумали себе название и сделали первый проект. Граффити же стрит-арт аталган өнөрдө тартуу техникасы алдыңкы планда эмес, идея биринчи планда болушу керек. Анткени идеяны эч кайсы жерден сатып ала албайсың деп билдирген Сергей граффитинин экиге бөлүнгөнүн билдирди. То есть стрит-арт, он делится, да, есть визуальный, вот то, что мы делаем, там красивые фасады большие, а есть такой, не то, что Бэнкси, да, к слову, когда у него там простой трафарет, одноцветный рисунок, и главное, что он посыл какой несет, да. А для этого не надо быть художником. Для этого можно просто в фотошопе обработать фотографию, на плоттере ее вырезать, сделать из нее трафарет, баллончиком закрасить, вот все, готов стрит-арт. Докса арт группасынын учурда Бишкек шаары боюнча ар кайсы имараттарга тартылган 6 эмгеги бар. Эң алгачкы эмгеги катары 3 жыл мурун Советтик Кыргызстандын кызы аттуу эмгегин атоого болот. Ар бир чыгарманын артында айтыла турган ой, калың журтка жеткириле турган бир идея бар экендигин да баса белгилеп өттү. Допустим, дочь советской Киргизии, да? В этой работе мы хотели показать образ современного молодого кыргызстанца, да? Там важная часть работы была направлена на то, чтобы показать молодым людям, что глупо, да, обвешиваться девайсами, не меняясь внутри. То есть, прежде чем стать, там, допустим, современным человеком, нужно сначала достичь этого уровня, да, читать, развиваться, а не просто, да, навешать на себя iPad, iPhone и типа ты крутой. Вот. И при этом нужно не забывать о своих традициях, о своих ценностях каких-то национальных, да, духовных. Оставаться в душе кыргызом, да, все-таки, а не стремиться стать американцем или там европейцем. Вот основная, вот в этом был посыл этой работы. Ценить, уважать свою историю. А, допустим, работа с ЮНИСЕФом, там вообще простой посыл. То есть, где семья, там даже говорить, по-моему, не надо, да, любить семью, ценить детей. Там, где в 5-м микрорайоне мы нарисовали портрет девочки, а за ней мелом пририсовали корону, как будто она сама нарисовала себе корону сзади, да, и вот она принцесса. Идея в том, что каждый ребенок для своих родителей, да, принц или принцесса, и надо любить их и развивать в них эти качества хорошие. Граффити сүрөтчүсү Дмитрий бардык нерсе башында кыйынчылыктарды туудурарын белгилейт. Анын айтымында 3 кабаттуу имаратка бир сүрөттү тартуу үчүн 3-4 күн кетет. Красок, сложно посчитать, потому что каждый фасад, он по-своему, там от цветов зависит. Вот. Сложно. Мы не баллонами рисуем, мы водоэмульсионной краской в основном, на водной основе. Она более экологически чистая, и цветовая палитра более разнообразная. Где-то 50 литров, да, на фасад. Германдардын табиятты сүйүүгө, урпактарды урматтоого, адам бойдон калууга үндөгөн сүрөттөрү менен аң сезимдин өзгөрүшүнө салым кошуп келе жаткан арт группа учурдагы миссиясына да токтолду. Наша задача основная сейчас — это изменить вообще отношение людей у нас в стране к стрит-арту и к граффити, да?
Потому что раньше это было мышление такое, что если граффити, то вандализм, то это там матерные слова на заборах и всякое безобразие. Наша задача сейчас основная в начале нашего творчества была изменить это мышление, да, чтобы люди думали, слыша слово стрит-арт, о, что-то крутое сделали. И, ну, нам кажется, у нас это получается на первых порах. А вот дальше мы планируем уже трансформировать свое творчество из просто красивого в еще и наполненное смыслом. Бул өнөрдүн дагы келечектеги өнүгүүсүн каалаган каармандарыбыз маектин аягында төмөнкүлөрдү кошумчалады. Стрит-арт может быть красивым, стрит-арт может быть крутым и интересным. Самый главный посыл сейчас.